Здравствуйте! В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Коротко о главных темах. Оперативные меры по выявлению и отлову безнадзорных животных приняты в столице республики. Работает 15 бригад специалистов. Якутия в десятке лидеров по борьбе с коронавирусом по итогам уходящего года. Спортзал для инвалидов планируют построить в Ленске. Объект будет отвечать всем современным требованиям. Дед Мороз специального назначения поздравил воспитанников Республиканской специальной школы-интерната с наступающим Новым годом. Спектакль «Машина времени» представят в Русском драмтеатре имени Пушкина. 29 декабря около 14 часов на пульт полиции поступил звонок. Найдено тело пожилой женщины в районе ипподрома. Предполагаемые убийцы – печально известная стая собак. Совсем недавно корреспонденты нашего телеканала пытались разобраться в вопросе о том, как быть с проблемой роста бродячих животных в столице республики. Решение оказалось комплексным, но что делать прямо сейчас, продолжит Саргалана Неустроева. Именно на этом месте совсем недавно случилась ужасная трагедия. С тех пор службы отлова и муниципальное образование работают в усиленном режиме. Однако найти злосчастную стаю собак района Агату по состоянию на 11 часов 30 декабря не удалось. С 4 часов утра две бригады отлова дежурят прямо неподалеку от ипподрома. От комментариев отказываются, боятся стать жертвами публичного порицания. Нашей съемочной группе еле удалось узнать у мужчин, в чем причина таких долгих поисков агрессивной стаи. Какова сейчас ситуация со стаей в районе Агат? Сейчас здесь собаки уже не бегают, потому что здесь машины, очень много машин и людей проходит. Поэтому у них несколько лежанок может быть. Они пока убежали на вторую, на третью лежанку. Вот как здесь утихнет, машин не будет, они сюда обязательно придут, потому что у них здесь основная лежанка, здесь сено есть. И как все утихнет, мы надеемся их всех отсюда отводить. А тем временем активизировалась и работа муниципалитета столицы. Количество бригад отлова с 4 было увеличено до 15. Заседание оперштаба провели утром на Комсомольской площади. Оттуда бригады и мобильные группы патрулирования выехали по улицам города. Всего к работе на утро 30 декабря были привлечены более 170 сотрудников мэрии, управ, муниципальных предприятий и экстренных служб. Решение обо всем этом глава города Евгений Григорьев объявил еще накануне, после новости о трагедии на ипподроме. В ближайшее время мы отловим тех собак, которые проявили агрессию в автодорожном округе. Мы бросим все силы на то, чтобы эта стая больше не появлялась на улицах города. Для всех остальных собак с отсутствием бирки мы будем отлавливать. Прошу отнестись с пониманием и прекратить ломать ловушки, которые устанавливаются и прочее. Собак на самовыгул нельзя выпускать. Все собаки на самовыгуле тоже будут отловлены. В ближайшее время мы мобилизуем все возможные силы. Приоритет – город для людей, а не для собак. Но это все лишь следствие того, чего буквально ожидала общественность. Вердикт таков. Собачий вопрос рано или поздно привел бы к жертвам. На виновников уже завели уголовное дело. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха-Якутия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека. Налицо то, что окружная администрация, несмотря на ранее поступавшие сигналы, не выполнила свои обязательства по отлову безнадзорных животных. Между тем, ответственность не снимается также с департамента ветеринарии Республики Саха-Якутия, которая должна была следить
за исполнением законодательства на территории городского округа город Якутск. В столице заработал ситуационный центр при городской ЕДДС, через который якутяне могут сообщить о безнадзорных собаках. Номер телефона диспетчерской службы 44 46 54 и 44 42 29 работает в круглосуточном режиме. Кроме того, в мессенджере WhatsApp открыт чат-бот муниципального управления, куда можно направить фото и видеоинформацию о безнадзорных животных. Все это сделано во избежании новых жертв, но напрашивается вопрос, неужели только они могут изменить сложившуюся ситуацию? Сарглана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск. Как сообщили в оперативном штабе города Якутска, все отловленные безнадзорные собаки, если не объявится хозяин, проходят в пункте передержки процедуру отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска. Процесс в целом занимает 30 дней. Вместе с тем, еще в начале декабря в пункте передержки Якутска был объявлен мораторий на выпуск собак в связи с сверхнизкими температурами воздуха. Оперативным штабом принято решение продлить данный режим до завершения работы по отлову всех агрессивных животных на территории города. Глава городского округа город Якутск Евгений Григорьев доложил главе Якутии Айсену Николаеву об оперативных мерах по выявлению и отлову безнадзорных животных в столице. Глава региона подчеркнул, что отлов безнадзорных животных должен производиться на постоянной основе и по всей территории столицы. По информации Евгения Григорьева, сформировано 11 дополнительных бригад по отлову собак. Их общее количество составляет 15 в составе 30 специалистов по отлову. В каждую бригаду привлечены квалифицированные работники, а также кинологи, имеющие опыт отлова или обращения с животными. Первая задача у нас ставится отловить стаю, изолировать ее на автодорожном округе, но и усилить эти работы по всей территории города. Мобилизованы все возможные автомобили, которые есть в окружной администрации, которые не задействованы сейчас в осуществлении прямой деятельности по обеспечению жизнедеятельности города. По окружной администрации уже выходных нету, выходных не будет, все наши структуры будут работать в круглосуточном режиме. Организован ситуационный центр в единой диспетчерской службе, далее организованы штабы по управам. Как я упомянула ранее, в пункте передержки бездомных животных Якутска установили мораторий на выпуск собак. Всех проверят на наличие заболеваний и агрессию. Пока город оправляется от шока после вчерашних событий, мы решили разобраться в федеральном законе, регулирующем ответственное обращение с животными. Мнение экспертов узнавала наш корреспондент Мадина Халикова. Федеральный закон под номером 498 или в народе закон Бурматова – документ, который должен регулировать численность бездомных животных на улицах, а также призывать к ответственному обращению владельцев домашних питомцев. До его принятия в 2018 году животное, грубо говоря, было приравнено к вещи, части собственности, либо были бесхозными объектами. 3 года назад правила изменились. Определили, что ни в коем случае животное, которое здорово, которое не имеет каких-то заболеваний, повреждений, препятствующих нормальной жизни, не должно быть уничтожено. То есть убито, отстреляно или еще. То есть действия какие предписаны, если мы говорим о проблемной сами сейчас ситуации, действия предписаны. Мы отлавливаем, получается, чипируем, стерилизуем и отпускаем в естественную среду обитания. В данном случае естественной средой обитания у нас будет, получается, муниципальное образование. И с одной стороны, это самый гуманный метод борьбы с численностью бродяжек. Ведь если животное не будет плодиться естественным путем, через время в этой самой естественной среде их станет меньше. Только такая перспектива, рассказывают юристы, долгосрочна. Собаки живут долго, и эффект от принятия этого федерального документа увидеть можно лет через 10. А проблема есть сейчас, и она назрела остро. Ведь и животные, которые обитают в центральной и южной части нашей страны, разительно отличаются от тех, что бродят по улицам в северных территориях. Не учли и психологию поведения особей. Собаки, сбившиеся в стаи, гораздо агрессивнее, чем те, что гуляют в одиночку. У общественности есть свои предложения. В исполнении закона, опять же, муниципалитет, он делает в рамках закона. То есть есть пункт передержки, его финансируется, там все, что надо, делается, собаки выпускаются. Надо делать не пункт передержки, а делать резервацию, то есть пожизненное содержание собак. Отлавливать где-то в закрытой территории, но не на бюджетные деньги, опять же, а на деньги спонсоров или, так сказать, каких-то организаций, и содержать собак там пожизненно. Только
Только найдутся ли меценаты, готовые жертвовать средства на пожизненное содержание животных – вопрос риторический. Ведь даже хозяева выбрасывают собственных собак. По разным причинам, особенно в частном секторе, эта проблема актуальна. Сейчас из якутского бюджета выделяют средства на отлов. На следующий год это больше 2,5 миллионов рублей. Реализуют их по конкурсу через закупки. То есть подрядчики могут понижать стоимость и предлагать более выгодный вариант. Сегодня цена за одну особь чуть выше 4000 рублей. Закон, который на данный момент работает, федеральный закон, именно не учитывает наши условия нашей республики, нашего региона. Вот, поэтому мы при поддержке, при помощи общественников, наших муниципалитетов, народных депутатов, юристов разработали свои предложения именно в федеральный закон для внесения изменений на рассмотрение в Государственную Думу. Сейчас отстрел и усыпление запрещено. Никакого самосуда быть не должно. И людям, и организациям светит реальный срок за такие действия. Предложения в изменения в проект закона, которые на рассмотрение в Нижнюю палату парламента направят народные депутаты, включают: первое – гуманное умерщвление, и второе – исключить из федерального закона слова «возврат на прежнее место обитания». Мадина Халикова, Артем Алексеев, Якутск. Илтумен намерен внести поправку об усыплении безнадзорных собак. Об этом сообщил председатель постоянного комитета Илтумена по селу и аграрной политике Андрей Находкин. Он отметил, что при реализации закона об ответственном обращении с животными в Якутии выявлены несоответствия, не учитывающие особенности нашего региона с большими территориями и сложным климатом. Сейчас создана рабочая группа и начата работа по внесению изменений в федеральный закон. Основные положения его направлены на отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск собак в прежнюю среду обитания. Предлагается две поправки. Первая касается гуманного умерщвления животных с применением предназначенных для этого специальных ветеринарных препаратов, зарегистрированных в стране. Вторая поправка – это исключение из закона пункта о необходимости возврата собак в прежнюю среду обитания. Перейдем к другим темам. По итогам года Якутия вошла в десятку лидеров по борьбе с коронавирусом. Грамотно выстроенная система работы управления Роспотребнадзора позволила успешно противостоять инфекции. Снижен уровень заболеваемости, открыты 22 новые лаборатории по диагностике ковида. Об этом сообщил глава Айсан Николаев в ходе рабочей встречи с руководителем управления Роспотребнадзора Якутии Маргаритой Игнатьевой. Кроме того, центральными районными больницами освоены экспресс-тесты ИХ на определение антигена к новой коронавирусной инфекции, что позволяет своевременно ставить диагноз и вводить ограничительные профилактические противоэпидемические мероприятия в семейных и коллективных очагах. Это особенно актуально для северных и отдаленных районов. В этом году усилиями муниципалитетов и Министерства здравоохранения мы уже открыли 22 лаборатории, которые делали ПЦР-анализы по диагностике новой коронавирусной инфекции. А вспоминаю 2020 год, 2 года тому назад, когда только пришла к нам в республику новая коронавирусная инфекция, работала только одна лаборатория по диагностике новой коронавирусной инфекции. В этом году всеми центральными районными больницами освоены экспресс-тесты, ИХ-тесты на определение антигенов новой коронавирусной инфекции, что позволяло нам, особенно в северных и отдаленных районах, вовремя ставить диагноз и вовремя проводить ограничительные какие-то профилактические и противоэпидемические мероприятия. Перейдем к эпидобстановке. Первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции получили 525 245 жителей республики или 73% взрослого населения. На ежедневном контроле регионального оперштаба остаются Нерюнгринский район, где за последние сутки выявлено 14 новых случаев коронавируса, Сунтарский район, там 16 новых случаев, в Среднеколымском и Верхоянском районах по 3 новых случая. В целом в республике за весь период пандемии выявлено 75 954 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из которых около 20% заболевших – дети, 96% заболевших – не вакцинированные.
Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, сегодня учреждения здравоохранения, как и медики Якутии, обращают ваше внимание на то, что, конечно же, никому не хочется оказаться в новогоднюю ночь в больнице. Но при этом и, конечно, любое легкое недомогание всегда воспринимается как лишь бы пережить новогоднюю ночь, и, соответственно, все пройдет. В связи с тем, что заболевание сегодня существует, оно является достаточно коварным, так как оно развивается очень быстро. Обращаем ваше внимание на необходимость вызова врача. Все медицинские организации работают в режиме повышенной готовности. Медики готовы работать с любым обращением в любое время, которое сегодня для граждан будет более удобным и, соответственно, комфортным. Сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. Не переключайтесь. Мы продолжаем итоговый выпуск. Резиденты территории опережающего развития Южная Якутия вложили более 65 миллионов рублей инвестиций и создали более 7,5 тысяч рабочих мест в республике. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора управляющей компании ТОР Южная Якутия Дмитрий Борисов. Он также отметил, что резидентами в Нерюнгринском районе являются 18 предприятий с общим инвестиционным портфелем в 111 миллиардов рублей. Реализация всех проектов позволит создать более 8800 рабочих мест. В этом году с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики заключено 3 новых соглашения об осуществлении деятельности на ТОР Южная Якутия. Смена регионального оператора по вывозу мусора – долгожданное событие в уходящем году для нескольких районов республики. Так, линчане с нетерпением ждали, когда в их городе сменят предприятия по вывозу твердых бытовых отходов и наведут порядок на улицах Ленска. Кто будет заниматься предоставлением этой важной коммунальной услуги, узнавала Анна Кожевникова. Все новое – это хорошо забытое старое. В Новый год линчане отправятся с новым, но уже проверенным рекоператором. Мусорный коллапс в последнее время стал повсеместным явлением для жителей Ленска. А все это следствие мусорной реформы, согласно которой рекоператоры обслуживают большие территории, и Ленску достался нерадивый исполнитель этих обязанностей. Как мы сообщали ранее, МинЖКХ республики признали ошибочным решение отдать в одни руки сразу несколько улусов, так как площади у нас большие и населенные пункты разбросаны друг от друга на приличные расстояния. Общество с ограниченной ответственностью МПЖХ, занимающееся вывозом ТБО сразу в 7 районах, показало свою несостоятельность. Большое количество жалоб в их адрес привели к определению нового рекоператора. Согласно новому проекту территориальной схемы по обращению с отходами ТКО на территории РСЯ, в каждом районе выбирается свой региональный оператор. По итогам конкурса выиграла ООО «Профи», но до Нового года, пока вывозит мусор МПЖХ «Город Мирный», с 1 января планируется уже работа нового оператора. С предприятием Людмилы Овчинниковой линчане знакомы давно. После мусорной реформы 2019 года, когда подрядчиком регионального оператора выступала именно ее фирма, у жителей Ленска не было жалоб по поводу несвоевременного вывоза твердых бытовых отходов. Техника у нас вся сохранилась, она у нас просто законсервирована стояла на целый год. Поэтому сейчас мы ее приводим, вернее, мы уже ее практически всю привели в порядок. Люди у нас набраны, коллектив у нас практически остался прежний. К сожалению, в территориальной схеме по Ленскому району значится сейчас 2 поселения крупных. Это Витим-Пеледу и город Ленск. Поэтому работу с 1 января мы начнем только в этих населенных пунктах. По остальным населенным пунктам надо будет проводить очень большую работу для того, чтобы внести их в территориальную схему. О расчетно-кассовом центре информация будет сообщена дополнительно, так как сегодня предприятие только разрабатывает тариф. И он еще должен быть защищен Госкомитетом по ценообразованию. Заявки на вывоз мусора можно подавать по номерам 4 37 90 4 26 56. Мусорные контейнера в этот раз МПЖХ обязались оставить в пользование собственников домов, так как за 3 года они оплатили их стоимость. Поэтому для жителей Ленска смена рекоператора должна пройти безболезненно. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
В Ленске в скором времени появится спортзал для инвалидов. Строительство спортивного объекта запланировано по улице Якутская на месте старого школьного спортзала. Сегодня заканчиваются проектные работы, расчищена территория. Все готово к началу стройки. Спортивный объект будет отвечать всем современным требованиям. Планируется закупить специализированные тренажеры и инвентарь. А также предусмотрено обустройство территории для удобства людей с ограниченными возможностями и установка уличных тренажеров. Там мы делаем зал хороший, современный для адаптивных видов спорта, для инвалидов. Отдельный зал спорта, у них свой зал будет современный. Достаточно, да, в этом году мы его сделаем, потому что обязательно запустим. Завершающая в этом году матчевая встреча по боксу среди воспитанников детско-юношеской спортивной школы «Лидер», посвященная памяти заслуженного тренера республики Сергея Кожемякина, прошла в поселке Беркакит Нерюнгринского района. Продолжит Екатерина Павлова. В этом году ушел из жизни заслуженный тренер и отличник образования Республики Саха-Якутия, почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации Сергей Кожемякин. Воспитанники Сергея Алексеевича приняли решение в завершении года провести матчевую встречу, посвященную памяти любимого тренера. Сергей Алексеевич тренировал меня с 6 лет, с 93-го года. И, можно сказать, больше 20 лет я протренировался у Сергея Алексеевича. За это время много что добились вместе с ним. Выполнен норматив мастера спорта международного класса. Выиграли Кубок Европы, Кубок мира выиграли. Потом перешел в тренеры, ну и благодаря ему сейчас воспитываю детей. Матчевая встреча состоялась в зале бокса «Победа» в поселке Беркакит, где и проходили тренировки под руководством Сергея Кожемякина. Отец всегда для нас с братом всегда был примером. Он в артели работал и совмещал работу, то есть после работы летел в спортзал. В одной группе по 50-60 человек было. Представьте, у него занималось по 600 человек только в Беркаките. В матчевой встрече памяти Сергея Кожемякина участвовали 22 пары, 44 боксера. Все они воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Лидер». Это комплектование команды Нерюнгринского района для участия в первенстве Республики Саха-Якутия, которое пройдет с 19 по 23 января 2022 года в городе Якутске. В этом году соревнования памяти Сергея Кожемякина пробные в формате матчевой встречи. В дальнейшем организаторы планируют провести районный и республиканские турниры. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Воспитанников Республиканской специальной школы-интерната с наступающим Новым годом поздравил необычный Дед Мороз в бронежилете. Он принес подарки не в традиционном красном мешке, а в ящике для боеприпасов. Таким образом, бойцы ОМОН в рамках всероссийской акции «Дед Мороз специального назначения» устроили сюрприз для детей-сирот. В мероприятии также приняли участие ветераны боевых действий. На поздравления гостей воспитанники школы ответили танцевальным номером. Отметим, что бойцы ОМОН постоянно поддерживают связь с данным учреждением, оказывая всю необходимую помощь. Данная акция Всероссийская Росгвардии направлена на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ведь каждый ребенок имеет право на небольшое новогоднее чудо, и в наших силах с вами это чудо организовать. Главное быть неравнодушным и искренне поделиться частичками тепла с теми, кто в этом особо нуждается. Телеканал «Якутия-24» совместно с Русским драматическим театром имени Пушкина подготовил для телезрителей подарок – музыкальное представление «Новогодняя открытка». Это первый такой совместный опыт работы труппы театра и телевизионного коллектива. Буквально за неполный месяц удалось отснять яркое зрелищное действо. История любви, ожидание предновогоднего чуда, где героями выступают не только артисты, перемежаются популярными песнями 80-х, 90-х годов. Съемки проходили как на сцене театра, так и в обновленной телевизионной студии телеканала. Режиссером выступил Владимир Борисов, руководителем проекта Дмитрий Аргунов, продюсером Туяра Филиппова. Новый проект телеканала зрители могут увидеть 31 декабря в 22:20 и 1 января на телеканале НВК «Саха».
Раньше все любили получать и писать новогодние открытки. И мы решили вспомнить эту давнюю традицию и подарить нашим зрителям яркую, красивую музыкальную открытку. И в нашем представлении будут участвовать очень известные в республике люди. И не раскрывая всех секретов, скажу, что вы увидите еще наших ведущих в необычном для них амплуа. Ну а кто был Дедом Морозом и Снегурочкой, вы узнаете уже совсем скоро, 31 декабря. Также в преддверии Нового года наши коллеги из программы «Утро Якутии» приготовили необычный новогодний выпуск. Вместо студийного павильона необычный транспорт, вместо новогодних реквизитов зимний морозный Якутск. Подробности в материале Ирины Григорьевой. Доброе утро, дорогие наши телезрители! Это утро мы решили начать для вас в необычном месте. Команда «Утро Якутии» приготовила для своих зрителей новогодний сюрприз. Вместо студии – пассажирский автобус «Лиаз», а за окном – зимний Якутск. Съемки проходили внутри атмосферного автобуса с кондукторами в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. И даже опытный водитель Николай Афонин за баранкой сидел в нарядной шапке. Наш автобус отправляется в новый 2022 год. Обычный пассажирский автобус превратился в волшебный. Прохожие успевали в мороз делать селфи, ведь красный автобус из известной рекламы у многих поднял настроение. Утро Якутии подготовило специальный подарок для зрителей телеканала «Якутия-24», а в этом им помогли сотрудники и, можно сказать, вся якутская пассажирская автотранспортная компания. Сотрудники украсили своими руками вот такой пассажирский автобус. Более 100 метров светодиодной ленты понадобилось для того, чтобы украсить автобус в 13 метров в ширину. Благодаря почти ювелирной работе электриков ЯПАК это удалось сделать в кратчайшие сроки. 130 метров было диодной ленты с наружной части автобуса заклеено. Также внутренняя часть – это гирлянды и лампы. Все у нас на преобразователе с 24 на 220. В рамках взаимодействия Якутии-24 МУП ЯПАК был выделен резервный автобус. Съемки проходили в экстремальных условиях, когда за порогом почти минус 50. Камеры замерзали, операторам приходилось их отогревать, а бодрые ведущие согревали всех своей харизмой. Ограниченное пространство вроде простая, но трудная задача для операторов. Специально для съемок даже пришлось убрать часть сидений. Как сделать правильный ракурс во время движения автобуса, выстроить точный баланс при освещении и не нарушить композицию. Главное для съемочной бригады – это красивый кадр. Команда «Утро Якутии» подведет итоги уходящего года, вспомнит яркие моменты и пригласят в роли пассажиров интересных гостей. А для меня лично было очень интересно и приятно видеть вот именно работников телевидения, потому что мы их каждый день видим на НВК Саха, на Якутии-24. Мы с ними вместе чай пьем, мы их всех знаем в лицо. Предсказание звездочета, новогоднее меню и как загадать желание, чтобы оно обязательно сбылось. А главное, произойдет в конце праздничного выпуска – вкусный музыкальный десерт. На самом деле ощущения очень даже замечательные, потому что это для нас тоже опыт, потому что надо уметь как-то ко всему подстроиться. И тем более артисты, такой же как раз-таки народ, который может выступить где угодно, как угодно, когда угодно. Поэтому мы с удовольствием приняли участие. Да. Немного шуток, веселья, фейерверка. И предновогоднее настроение на 31 декабря вам будет обеспечено. Ведь праздник к нам приходит с утром Якутии. Ирина Григорьева, Петр Шестаков, Владимир Павлов, Артем Алексеев, Якутск. Между тем, новогодние мероприятия продолжит Русский драматический театр. В январе стартует показ спектакля «Машина времени». Своего рода продолжение прошлогодней новогодней премьеры «Я буду ждать, даже если не придете». История постановки погружает в конец 80-х. В спектакле жителей ждет исполнение композиции легендарной группы «Машина времени». Живой вокал, много танцев, а главное – новогоднее настроение. Премьерные показы стартуют со 2 января 2022 года. Идея-то на самом деле очень проста, так же, как и 90% песен, существующих на планете о любви. Также и этот спектакль о любви, о сложностях, которые людям нужно преодолевать, и о том, что их ждет в
в дальнейшем, если все эти сложности они смогут преодолеть. У меня на этом все. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь на нашем телеканале, не переключайтесь.